Вы смотрите новости, в студии Иван Лазаренко, и коротко о главных темах этого выпуска. Цены на продукты, как в столице региона. В поселке Белая гора начал работать новый торгово-логистический центр. Новый больничный комплекс, отвечающий всем современным требованиям, уже в 2022 году будет введен в эксплуатацию в Вилюйском Улусе. В Нерюнгри началась осенняя призывная кампания. Повестку в военкомат уже получили 260 призывников. В поселке Белая гора начал работать торгово-логистический центр Якутопторга. Приобрести товары теперь можно по доступным ценам. Овощи, фрукты и другие продукты стоят так же, как и в Якутске. Отсюда продовольствие будет поставляться в 12 населенных пунктов 3 арктических районов. Находясь в командировке в Абыйском районе, глава республики Айсен Николаев поздравил местных жителей с открытием центра и подчеркнул, что самое главное – это не только богатый ассортимент, но и доступные для северян цены. Так, картофель на прилавках базы стоит 74 рубля за килограмм, а лук 75 рублей. Арбузы и дыни из Узбекистана 140 рублей за кило. Раньше цены на эти продукты были в 2–2,5 раза выше. Айсен Николаев поставил задачу, чтобы такие торгово-логистические центры до 2024 года появились во всех арктических улусах. В селе Бердигистях началось строительство школы на 550 учащихся. Объект строится по муниципально-частному партнерству. Отметим, такой опыт один из первых в республике. Трехэтажный объект строит и инвестирует компания «Союзинвест». Строительный объем составляет 2800 квадратных метров, а полезный объем на 3 этажа – 7800 квадратных метров. Также будет проведено благоустройство территории, построены игровые, спортивные площадки и мини-стадион для мини-футбола. Школа будет оснащена всей необходимой мебелью и оборудованием. Вот в эксплуатацию планируется к октябрю 2022 года. В плане завершения работ по монолитно-каркасному бетонным работам, также кладочные работы и установку окон, устройство фасада и устройство кровли. Строительная готовность составляет 20%, на объекте работает 40 человек и 8 единиц техники. Тем временем в Вилюйском Улусе в 2022 году будет введен в эксплуатацию новый больничный комплекс, отвечающий всем современным требованиям. Напомню, что его строительство началось еще в 2016 году. Тогда была построена лишь коробка здания. Сейчас на стройке работа идет полным ходом. В новом больничном комплексе будут работать хирургическое и акушерское отделение с операционными залами, реанимация и клиническая лаборатория. Ну а после ввода нового комплекса планируется реализация второго этапа проекта. На сегодня уже готова проектно-сметная документация. По графику успеваем. В этом году то, что надо было сделать, все полностью заканчиваем. Человек 25, бетонщики и сварщики. В данный момент подготавливают к бетонированию очистного сооружения, фундамент очистного сооружения. Сварщики занимаются монтажом пожарных емкостей. В Тампонском районе приступили к реконструкции моста через реку Менкула на 70-м километре автомобильной дороги Яна. Согласно контракту, работы должны быть завершены до сентября 2023 года. Все подробности далее. Существующий мост через реку Менкула ремонтировался постоянно. В последние годы деревянные фермы системы Гаужиравского пришли в полную негодность. Мост представлял серьезную опасность для автотранспорта грузоподъемностью более 3 тонн. Поэтому большегрузы переправлялись только вброд. У нового моста будут железобетонные опоры с металлическим пролетным строением. Работы начаты в сентябре 2021 года. Сейчас ведутся работы по сооружению временного объездного моста в целях перепустить движение транспорта по объезду и демонтировать старый мост. И по оси старого моста проведется сооружение нового моста. На участок переброшена передовая бригада из 15 человек. Вахтовый поселок развернут на 50 рабочих. Будет привлечено до 20 единиц техники. Сейчас основная задействована на сооружение опор. На подходе землеройная техника, бульдозеры, самосвалы для отсыпки подъездных путей.
Строительство нового моста по схеме 5 по 63 метра, общей протяженностью 326 метров. Строительство осуществляется за счет федерального и республиканского финансирования. Строительство временного моста будет завершено до 31 декабря этого года. 2022 год начнется с демонтажа существующего моста, и весной дорожники приступят к строительству нового. Мария Винокурова, Богдан Тиянич, Хандыга, Тампонский район. На протяжении 20 лет Аруджали Гардашов занимается крестьянским хозяйством в селе Чапчелган Амгинского района. Сейчас у Аруджали более 400 голов рогатого скота, 100 из которых это дойные коровы. На днях фермер завершает строительство нового коровника на 120 голов. Подробности далее. Почетный фермер России Аруджали Гардашов начал вести свое хозяйство еще в 2000-х годах. Сначала Аруджали занимался разведением свиней, после перешел на крупный рогатый скот. Сейчас у Аруджали самое крупное хозяйство среди крестьянско-фермерских хозяйств района. У фермера 400 голов, из которых 106 дойных коров. В прошлом году фермер выиграл грант «Семейный фермер», по которому начал строительство еще одного коровника на 120 голов. Мы в прошлом году арендовали каждый день, туда ходить 3 раза, корми, пои, убери, это проблема была. А сейчас все вместе, в одном месте. Сейчас у нас новый хатон, и сейчас у нас вот тот, который корову держали 100 голов. Это хатон сейчас мы переделали на это. Сейчас строительство на стадии завершения. Новый коровник построен по современным технологиям. Из металлоконструкции сэндвич, перекрытые все сэндвича. Кормушка, водопои, тесени, все. У каждого сейчас поилка свой клапан, да? Независимо уровень от этого пола, он будет уже постоянно там вода. За годы своей работы фермер подготовил крепкий фундамент для дальнейшего развития хозяйства. Лия Яковлева, Михаил Юмшанов, Илья Лыткин, Амга. Перейдем к эпидобстановке. По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки на территории республики зарегистрировали 263 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Отмечается, что в Якутске есть небольшое снижение, там 142 случая. По 11 заболевших зафиксировали в Мегино-Кангаласском и Намском районах, по 9 в Алданском и Усть-Алданском. 8 случаев обнаружили в Ленском районе, 7 в Амгинском. По 6 человек заболели в Мирнинском, Нерюнгринском, Тампонском, Хангаласском и Чурапчинском районах, 5 в Нижнеколымском. Еще в 11 районах республики выявили от 1 до 4 случаев COVID-19. Проведение массовых мероприятий не допускается на территории Республики Саха-Якутия. Учреждения культуры, учреждения, которые являются развлекательными на территории республики, должны работать с 50% загрузки зала. На настоящий момент подготовлен проект указа, по которому прохождение в данные учреждения допускается и посещение данных учреждений допускается только при предъявлении QR-кода. Тем временем в Нерюнгре началась осенняя призывная кампания. Повестку в военкомат получили 260 призывников. Согласно плану будет призвано 84 человека. Сегодня, 13 октября, прошла первая призывная комиссия. Военную службу молодые люди будут проходить на территории Восточного военного округа. При проведении призывных мероприятий особое внимание уделяется недопущению распространения коронавирусной инфекции и строгому соблюдению санитарно-эпидемиологических норм. После прохождения всех необходимых мероприятий призывники будут сформированы в команды и направлены в республиканский сборный пункт. Практически 100% явка сейчас произошла. То есть парни сами приходят, как бы инициативно. Даже такие пожелания: быстрее нас отправьте. Типа, как бы хотят служить. То есть тенденция положительная наблюдается. У кого здоровье там требует какое-то особое внимание со стороны врачей, то люди будут отправляться на дообследование, будут ставиться уточненный диагноз. Соответственно, если они не будут по каким-то критериям подходить для службы в вооруженных силах, естественно, будут списываться. Кто же имеет категорию, допустим, А, Б, те, соответственно, будут направлены на службу в вооруженной силе.
Несмотря на то, что купальный сезон для якутян уже давно закрыт, для якутских моржей он только начинается. Сильный ветер и температура, стремящаяся к нулю, любителям экстремального плавания не помеха. А в честь открытия сезона якутские моржи собрались на пляже 202-го микрорайона и устроили заплыв. Как побороть страх перед холодной водой, как долго нужно заниматься, чтобы стать моржом, выяснила Ульяна Шагина. Вода действительно сегодня очень холодная. На улице -2, сильный ветер и даже идет снег. Но для якутских моржей сегодня только начался купальный сезон. 59-летний Николай Сафронеев – настоящий ветеран якутского моржевания. Занимается этим еще с 90-х годов. С тех пор практически не пропустил ни дня, чтобы не окунуться в реку. Живет рядом с пляжем, поэтому ходит сюда круглый год – и зимой, и летом. Вообще-то погода холодная, но нам как бы разогрев внутренний идет изнутри. Это называется бурый жир. При этом кратковременное погружение в студеную воду дает хорошую встряску организму. Это укрепляет сосуды и тренирует сердце. Многие и не помнят, когда в последний раз болели гриппом. В целом моржевание это как тренировка иммунитета. То есть получается вот как раз-таки вот этими экстремальными условиями мы тренируем свой иммунитет. Тем самым еще вообще разгрузка организма. Потому что люди же разные же способы используют для того, чтобы разгрузиться. Мы моржуем. С 2018 года любители экстремального плавания объединились в общественную организацию «Саха-Моржи». Сегодня их около 40 человек. Среди них есть и новички, которые только начали свой личный путь к моржеванию. В этом году у меня, получается, мой первый сезон. Так я начал уже с конца августа, постепенно, потихо, пока еще тепло было. И так плавно перешел на холод. Живу тут рядом, познакомилась с местными моржами, им примкнула к ним. Очень рада и довольна. Можно добавить чуть-чуть. После купания горячий чай в палатке с печкой уже как ритуал. Здесь мы собираемся после купалки, и каждый рассказывает свои новости, проблемы. И просто друг с другом общаемся. Главное не забывать, одними заплывами здоров не будешь. Моржевание – это образ жизни, куда входит и спорт, и правильное питание, и, конечно же, внутренняя дисциплина. Только тогда можно говорить об оздоровительном эффекте, укреплении иммунитета и даже продлении молодости. Ульяна Шагина, Артем Алексеев, Якутск. На этом наш выпуск завершен. Еще больше новостей вы сможете найти на наших официальных сайтах yak24.ru и nvk-defiz.ru.